Глава 25. Верховная власть. Никто и никогда не обладал такой же властью, как Иисус Христос. У Него божественная власть, ибо в Нем обитает вся полнота божества телесно. Наш Господь Иисус был властен над каждым этапом своей жизни. Его рождение от Девы, впервые упомянутое в райском саду, было предсказано пророком Исаией за 750 лет до того, как дитя легло в ясли. Итак, сам Господь даст вам знамение. Все дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил. Исаии, 7 глава, 14 стих. Его сверхъестественное рождение нарушило законы природы. Давайте прочитаем Евангелие от Луки, 1 глава, 35 стих. Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим». Тот, кто прожил вечность, тот, кто был с Богом и сам был Богом, тот, кто сотворил все, облегся плотью и жил среди нас. Через силу Святого Духа Иисус воплотился в человеческом теле, чтобы поразить за нас сатану. Посему Христос, входя в мир, говорит: «Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Всесожжения и жертвы за грех не угодны тебе. Тогда я сказал: вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю Твою, Боже». Послание к евреям, 10 глава, с 5 по 7 стих. Его сверхъестественное появление на земле создало условия для власти над жизнью. В 12-летнем возрасте Иисус проявлял поразительную мудрость. Он не только расспрашивал хитроумных законников, но и отвечал на их вопросы. Сила его слов и ответов изумляла интеллектуалов Иерусалима. Давайте прочитаем Евангелие от Луки, 2 глава, 46-47 стих. «Через 3 дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все слушавшие его дивились разуму и ответам его». Власть над искушениями. Сразу же после крещения Иоанном Божий Дух спустился на Иисуса, и Отец сказал: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Затем Иисус удалился в пустыню, чтобы обрести власть через искушение дьяволом. Пока Иисус жил в теле из плоти, Он столкнулся с искушениями души и искушениями тела. Он одолел их с помощью писанного Слова Божьего и слова своего свидетельства. Он веско заявил: «Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». Власть над традициями. Учение Иисуса не было таким, к каким привыкли люди. Разницу они почувствовали сразу. Что же делало его учение столь необычным? И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению его, ибо Он учил их как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. Евангелие от Матфея, 7 глава, 28-29 стих. Власть его учения была особой. Дух мощи и силы был на Иисусе, и каждый стоял поотдаль и смотрел, как Он действует. Давайте прочитаем Евангелие от Матфея, 21 глава, с 12 по 15 стих. «И вошел Иисус в храм Божий, и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей, и говорил им: написано: «Дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». И приступили к нему в храме слепые и хромые, и он исцелил их.
Видевши же первосвященники и книжники чудеса, которые он сотворил, и детей, восклицающих в храме и говорящих «Осанна сыну Давидову», вознегодовали. Евангелие от Матфея, 21 глава, с 12 по 15 стих. После того, как Иисус очистил храм Бога от наслоений человеческих обычаев, слепые и хромые обступили его, и он исцелил их. Традиции оказывают сильное разрушительное действие. Они могут похоронить тебя. Ты можешь увязнуть в традициях настолько глубоко, что скажешь «так было всегда, и я буду делать так же». Если ты связан традициями, Бог не сможет направить тебя по новому пути, чтобы помочь тебе и благословить тебя. Власть над природой. В начале служения Христос совершил свое первое чудо. Обратил ключевую воду в восхитительное искристое вино. И сделано это было без участия природных ферментационных процессов. Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу свою, и уверовали в Него ученики Его. Евангелие от Иоанна, 2 глава, 11 стих. Окружающие Иисуса вдруг осознали Его власть, потому что увидели, как природа подчиняется Ему. Свою власть над природой Христос показал и хождением в Галилее по морю. Его ученики были просто поражены такой властью. Давайте прочитаем Евангелие от Матфея, 14 глава, 25-26 стих. «В 4-ю же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидевши Его, идущего по морю, встревожились». И в дальнейшем Иисус демонстрировал свою власть над природой, успокоив разбушевавшиеся воды. «И поднялась великая буря. Волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою, а он спал на корме на возглавии. Его будят и говорят ему: «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» И, встав, он запретил ветру и сказал морю: «Умолкни, перестань». И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им: «Что вы так боязливы? Как у вас нет веры?» И убоялись страхом великим, и говорили между собой: «Кто же это, что и ветер, и море повинуются ему?» Евангелие от Марка, 4 глава, с 37 по 41 стих. Бог снабдил землю прекрасной климатической системой. Но сатана вызвал разрушительные изменения. В результате штормы и ветры заставили человека, сотворенного хозяином мира, искать защиты от стихии. Когда Иисус успокаивал шторм, тот подчинился его словам. Верующие обладают такой же властью над стихиями, и Господь ожидает от нас использования этой власти. В лодке Иисус упрекнул учеников в страхе и неверии. Власть над болезнями и расстройствами. Как Бог Духом Святым и силою помазал Христа из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним. Деяния, 10 глава, 38 стих. С первых шагов Иисус творил добро и исцелял страждущих. Он проявил полную власть над болезнями и расстройствами, которые сатана напустил на людей. Римский центурион, понимавший толк во власти, обратился к Иисусу с просьбой излечить своего парализованного слугу, находящегося дома. Когда Иисус сказал: «Я приду и исцелю его», центурион ответил: «Господи, я недостоин, чтобы Ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я и подвластный человек, но, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет, и другому: приди, и приходит.
и слуге моему сделай то и делает». Услышав это, Иисус удивился и сказал идущим за ним: «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры». И сказал Иисус сотнику: «Иди, и как ты веровал, да будет тебе». И выздоровел слуга его в тот час. Христос исцелил слугу произнесенным словом власти. Вера римского офицера вызвала похвалу Иисуса. Напротив, ученики Иисуса не признали его власть, и Иисус упрекнул их в отсутствии веры. Во многих писаниях сказано, что Иисус Христос проявлял свою власть над болезнями и расстройствами. Не было неудачных исцелений тех, кого приводили к Нему. В Евангелии от Матфея, 8 главе, в 16 стихе об этом написано так: «Когда же настал вечер, к Нему привели многих бесноватых, и Он изгнал духов словом и исцелил всех больных». Господь Иисус не проявлял ни малейшего страха перед силами природы или болезнями. Власть над демонами и смертью. С начала своего служения Господь Иисус демонстрировал свою власть над разными злыми духами. Приведем только одно типичное описание. В этом фрагменте демоны узнали Иисуса и испугались Его. Они бушевали в своей жертве, чтобы удержаться в ней. Но слово веры Иисуса заставило их оставить человека в покое. Давайте прочитаем Евангелие от Луки, 4 глава, с 33 по 36 стих. «Был в синагоге человек, имевший нечистого духа бесовского, и он закричал громким голосом: «Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас! Знаю тебя, кто ты, святый Божий!» Иисус запретил ему, сказав: «Замолчи и выйди из него». И бес, повергнув его посреди синагоги, вышел из него, немало не повредив ему. И напал на всех ужас, и рассуждали между собою, что это значит, что он со властью и силою повелевает нечистым духом, и они выходят. Одержимый в Гадаре имел 2000 или более таких демонов. У Марии Магдалины их было 7. Некоторые люди несут духов слепоты или немоты. Многие имеют нечистых духов, но все духи подчиняются власти Христа. Смерть также должна была подчиниться власти Христа. Господь Иисус доказал свою власть над силами смерти воскрешением умерших. Он воскресил из мертвых девочку, пока та еще лежала дома. Он воскресил из мертвых мальчика, покоившегося на погребальных носилках. Он воскресил Лазаря, который был мертв уже 4 дня. Христос обладал властью над смертью и над всеми вражьими силами. Господь славы. Апостол Павел назвал демонические силы в системе мира властями века сего приходящего. Еще он говорил о великом плане Господа низвергнуть их. Давайте прочитаем первое послание к Коринфянам, 2 глава, 7-8 стих. «Но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которой никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы». Дьявол и его когорта сработали на реализацию планов Бога и сделали неизбежным свое поражение, когда распяли Христа. В его смерти, погребении и воскресении силы врага были полностью сокрушены, и человечество было освобождено. В послании к евреям во 2 главе в 14-15 стихе написано: «А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти,
то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Когда Иисус явился Иоанну Богослову на острове Патмос, то сказал ему: «И живой, и был мертв, и се жив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти». Ключи – знак полномочия. После воскресения Иисус оставался со своими последователями 40 дней. Он завершил свое земное служение словами: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Это высшая власть. Но Иисус на этом не остановился. Поскольку Иисус был наделен всей возможной энергией, Он распорядился идти и учить все народы во имя Отца и Сына и Святого Духа. Ни один известный человек не обнаружил и не научил такой власти, как Господь Иисус. Библия говорит, что в Нем сокрыты все сокровища премудрости и ведения. Иисус делегировал свою земную власть Церкви, своему телу. Марк перечислил важное полномочие сословия Иисуса. «Уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы». Евангелие от Марка, 16 глава, 17-18 стих. Власть над демонами, над болезнями, над всеми силами дьявола была и остается поныне в теле Христа, в Церкви, в Его имени.